вершина, нерушимая, величественная и вечная. И имя ее – Коста Хитегуров. Фразу о величайшем осетинском поэте и писателе мы все помним со школы. Практически для каждого осетина родная литература – это в первую очередь Хитегуров. Но как ни парадоксально, восхищение становится привычным и обыденным, больше походит на ширму, за которую мало кто заглядывает. А зря, потому что личность Коста Хитегурова поражает своей глубиной. Он был первопроходцем и бунтарем по натуре. Колумб и Че Гевара, родившийся в маленьком осетинском селе Нар. Очень рано лишился матери, не испытав ни любви, ни заботы. Несомненно, это оставило свой след в становлении личности Коста. Семилетним мальчишкой по настоянию отца Константин Хитегуров поступает в Нарскую школу. Дальше Владикавказская мужская прогимназия, а следом гимназия в Ставрополе. Для своего времени Коста получил отличное образование. Будучи парнем, перед которым открыт весь мир, он был любознателен и талантлив. Всегда смело и прямо высказывал свое мнение, которое порой не устраивало властных лиц. Творчеством и общественной деятельностью Коста снискал огромное уважение и любовь у народа, который еще при жизни складывал о нем песни славы. Люди заучивали его стихотворения наизусть, передавая произведения из уст в уста. Коста прожил яркую и насыщенную жизнь. Он стал символом осетинского народа. Отдав дань уважения всем произведениям Коста, сегодня мы будем говорить только об одном – о повести Фатима. Она считается не только самым известным произведением автора, но и одним из лучших творений на осетинском языке. История повествует о молодой горянке с очень трагичной судьбой. Грудной малышке ее подкинули осетинскому князю, который воспитал ее как родную дочь. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат влюбляются друг в друга. Но есть еще один человек, для которого она также дорога. Холоп Ибрагим всю жизнь прожил в доме старого князя, но оставался человеком второго сорта. Он страстно любил Фатиму, за что и был изгнан князем Алимбеком. Эй, холоп! Что прикажешь, князь? Сейчас же оставь мой дом из глаз моих долой! А в жизни влюбленных наступают тяжелые времена. Объявлена война с Турцией, и русской армии нужны храбрые воины. Джамбулат уходит одним из первых. Проходят годы ожидания и горечи, но любимый не возвращается. Строгие горские законы вынуждают Фатиму выйти замуж, но выбирает она самого бедного человека в ауле – Ибрагима, тем самым выполняя клятву, данную Джамбулату перед отъездом. Жди меня 5 лет. Всю жизнь буду ждать. Одного тебя буду ждать, Джамбулат. Поклянись, что будешь ждать меня все эти годы. Что замуж не выйдешь. Пусть покарает меня Бог, если Бог отвернется от меня, если небо разгневается на меня, если ты не вернешься, Джамбулат, а закон предков велит мне исполнить долг девушки, клянусь, я выйду замуж за самого бедного, чтобы не знать радости любви. Им удается создать гармоничную и любящую семью. Однако эта история не могла закончиться так просто. Джамбулат не погиб на войне, а попал в плен. Много лет мысль о Фатиме и неимоверная любовь к ней давала ему силы, и в конце концов он сбегает. Конец истории поражает своей трагичностью. Джамбулат возвращается в аул, чтобы силой вернуть свою любовь, но на его пути становится Ибрагим. На краю аула мы решим наш спор с тобой, Джамбулат. На краю аула. Читать или не читать, спросите вы? Несомненно, читать. Читать, потому что у человечества есть совсем немного людей, которые становятся некой совестью народа. Людей, в которых сливается и надежда на будущее, и память о прошлом, и постоянная нравственная оценка настоящего. Коста Хитегуров принадлежит к этому немногочисленному ряду людей. Его нельзя не любить, а полюбив, вы всеми силами стремитесь быть лучше. Найди свою книгу.